Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельгабайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. По данным словенской полиции, за 11 месяцев этого года на дорогах произошло 11 367 ДТП, связанных с вождением в нетрезвом виде. В этих дорожно-транспортных происшествиях погибло 22 человека, сотни пострадали. И в эту статистику попала моя словенская подруга. В обычный спокойный субботний день она ехала на встречу с клиенткой. Она должна была делать макияж на свадьбу. Ничего не предвещая беды, по встречной полосе шел на обгон пьяный водитель, который не успел перестроиться и на всей скорости врезался в ее автомобиль. Подруга чудом осталась жива. На место происшествия срочно приехали спасатели. Пришлось срезать крышу автомобиля, чтобы ее достать оттуда. Моя подруга работала визажистом и парикмахером. И вот уже больше года она пытается восстановиться. Причем недавно за свой счет ей пришлось сделать операцию на глаз. А пьяный водитель практически не пострадал. И взыскать с него хоть какую-то компенсацию практически невозможно. Он сразу же объявил себя банкротом и ушел в запой. Сейчас на дорогах идут масштабные проверки. Полицейские рандомно останавливают автомобили и проверяют водителей на наличие алкоголя. У молодого 22-летнего, можно сказать, начинающего мясника в темную декабрьскую ночь украли аж 2,5 тонны мясных продуктов. Я не понимаю, как можно незаметно украсть такое огромное количество мяса и куда его потом можно реализовать. Молодой мясник обратился к людям. Он попросил помочь хотя бы хоть какой-то информацией. Если вдруг где-то всплывет его товар, и, скорее всего, мошенники начнут сбывать его с огромными скидками, он просит людей обратить на это внимание и сразу же сообщить ему. В Словении подростки могут купить запрещенные вещества так же быстро, как шоколадку, буквально за пару минут, без проверки возраста. Запрещенные вещества продаются в магазинах и онлайн под видом безобидных товаров, например, как шоколадные маски для лица или косметика. Формально это выглядит легально, но по сути содержит психоактивные вещества. Журналисты выяснили, продавцы сами объясняют, сколько крошек достаточно для эффекта, не скрывая реального назначения товара. Эксперты предупреждают, такой рынок делает запрещенные вещества максимально доступными для малолетних, а контроль со стороны государства фактически отсутствует. Представляете, случайно купил такую маску в магазине, нанес себе на лицо и улетел. В этом году словенское правительство обязало абсолютно всех работодателей выплатить каждому сотруднику рождественскую премию в размере 639 евро, независимо от финансового состояния компании. Это решение вызвало резкое недовольство бизнеса. У многих компаний просто нет средств на выплату этих премий. Правительство, в свою очередь, дает отсрочку, говоря компаниям, что вы можете выплатить эту премию до марта месяца. Но предприниматели возмущены. Если у нас нет этих денег в декабре, откуда они у нас появятся в марте? Многим компаниям приходится брать кредиты, чтобы выплатить премию своим сотрудникам. А некоторые уже открыто заявляют о своем банкротстве. Как вы считаете, это хорошее решение? В некоторых районах Любляны жители испытывают огромную проблему с парковкой. Людям приходится парковаться прямо на газонах. Но власти нашли отличное решение. С 12 января в микрорайоне Штепанска-Населье и Галевица парковка около домов становится платной. Местные жители возмущены. Количество парковочных мест останется прежним, но еще и появится плата за парковки. С 2020 года словенские полицейские начали использовать электрошокеры. За 5 лет словенские полицейские использовали электрошокер всего лишь 5 раз. В среднем 1 раз в год. Если вы один из этих 5, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие ощущения вы испытали. Или это одного человека ударили 5 раз.
Представляете, в славянском городе Марибор 3 гражданки из Косово на дому делали инъекции ботокса, зазывая клиенток через соцсети. Данные медицинские процедуры относятся к лицензированной деятельности. В процессе обыска полицейские изъяли у подпольного медицинского салона более 130 ампул ботокса, филлеров и других инъекций. В итоге выписан штраф, и нарушительниц депортировали из страны. Видимо, теперь в Мариборе будет больше морщинистых женщин. А ведь Новый год на носу или на губах. Друзья, если вы планируете переезжать в Словению и вам нужна помощь в оформлении всех необходимых документов, а также помощь в поиске жилья, смело пишите мне в Телеграм. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? 15 декабря в Любляне от -1 до +6, малооблачно, без осадков. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайк. Друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться и ставить лайк. Пока-пока, до новых встреч!